Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной и последний в этом году выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Третья отчетно-выборная конференция Чеченской организации Общероссийского профсоюза образования и науки. Подведены итоги районного конкурса «Лучшая электронная профсоюзная страничка». Юридическая консультация по вопросам педагогов в постоянной рубрике «Профответ». В профсоюзе очередной этап подготовки к отчетно-выборной конференции. В рамках подготовки конференции профсоюза образования в начале декабря в конференц-зале Дома профсоюзов прошел ее 10-й пленум. Члены пленума обсудили задачи, стоящие перед организацией накануне проведения проходящего раз в 5 лет и итогового форума. Рассмотрели вопросы, связанные с определением состава будущего Риссовета профсоюза, выдвижением кандидатур будущего председателя организации, членов Риссовета и его президиума и другие актуальные вопросы. Мы все-таки 5 лет отработали, вам не безинтересно, что мы здесь отразили, какой вопрос, доклад готов. Вчера на президиуме мы его заслушали, в целом он одобрен. В завершение работы пленума впервые за 5 лет существования Фонда социальной поддержки учителей некоторым членам фонда была выдана накопительная часть их вкладов в ФСПУ по 30 тысяч рублей каждому. Очень, кстати, получилось, дочь выдаю как раз замуж. Деньги всегда кстати. Особенно сейчас, признается Цыкаева Зара, учительница русского языка и литературы. Дочь Зары выходит замуж, и у нее сейчас каждая копейка на счету. Благодаря профсоюзу я в прошлом году сумела поехать в санаторий на курортно-санаторное лечение. Я получаю реальную помощь, например, от профсоюза. Очень кстати. Юсупова Сарит, ныне директор основной Череюртовской школы, вступила в фонд социальной поддержки 5 лет назад. Тогда она работала учителем в той же школе. Участие в пленуме для нее завершилось приятным сюрпризом. Десятки людей с нашей школы, в частности, взяли оттуда кредит и решили свои разные материальные проблемы. Кто там больницу, кто санаторий, жилищный и так далее. Первоначально при вступлении в этот фонд настрой был немножко пессимистичный там, но постепенно люди поняли, что это своего рода взаимовыручка, взаимоподдержка. По словам руководителя фонда Медины Досиевой, ФСПУ набирает обороты и тем самым помогает педагогам и членам фонда с потребительскими и оздоровительными займами. Наша деятельность осуществляется с 2009 года, и за эти 5 лет нашего существования, вы знаете, были проблемы, возникали, они и сейчас возникают, но тем не менее 7014 человек говорит, конечно, о себе эта цифра. Мы предоставили займы нашим членам фонда, педагогическим работникам в размере 113 миллионов 605 тысяч рублей. Это тоже сумма очень даже внушительная. К услугам вообще нашего фонда прибегли около 6 тысяч человек. То есть, если мы так в процентном соотношении будем говорить, 95%. Мы верим, что нашим членам фонда помогаем, и в трудную минуту, когда им нужно материально их поддержать, они всегда звонят, обращаются к нам. Добро пожаловать в наш фонд. А расширенный сюжет о самой отчетно-выборной конференции смотрите чуть позже. Лучшая электронная профсоюзная страничка. Так называется конкурс, который прошел в декабре на базе первой гимназии имени Ахмата Кадырова. Уточним, что подведены итоги районного конкурса, который был объявлен между образовательными учреждениями Ленинского района. Смотрим сюжет. Из 59 первичных профсоюзных организаций района в конкурсе приняли участие 27. Надо сказать, что конкурс был проведен в целях повышения эффективности работы профорганизаций по информированию членов профсоюза о работе первичных организаций, укреплению авторитета профорганизации, мотивации профсоюзного членства. В состав комиссии входили заместитель председателя отраслевого профсоюза Тамара Эльмурзаева, представитель Россовета школы номер 3 города Урус-Мартан Лёма Хашбекаров и заведующий информационным отделом Бахтарышев Магомед. По итогам конкурса призовые места и денежные вознаграждения получили диплом первой степени и премии в размере 5000 рублей председатель первички школы номер 60 города Грозный Асет Басханова. Дипломом первой степени
И денежная премия 5000 рублей за первое место в районном конкурсе «Лучшая электронная профсоюзная страничка». Награждается Басханова Ася Умарова. Данная работа является новой для нашей первичной профсоюзной организации, но тем не менее мы осознаем необходимость информационной работы. Это очень полезно для первичных профсоюзных организаций, потому что через сайт и профсоюзную страничку они могут обмениваться своей работой в первичных профсоюзных организациях. Мы, как узнали, что объявили конкурс по Ленинскому району, сразу же постарались отразить работу своей первичной профсоюзной организации в электронном виде. И мы очень рады, что нас так высоко оценили и присудили диплом первой степени нашей первичной профсоюзной организации. Второе место поделили между собой две школы. Диплом второй степени, премию в размере 4000 рублей получили председатель первичной профсоюзной организации детского дома творчества Ленинского района Малика Арсханова и профактивист Грозненской школы номер 56 Зарина Бисултанова. Диплом третьей степени и премию в размере 3000 рублей вручили председателю первичной профсоюзной организации школы номер 38 Ламаре Мусаевой и руководителю первички школы номер 66 Мадине Гучиговой. Опыт проведенного конкурса будет обязательно внедрен в остальные представительства Россовета, и в скором времени победители районных этапов смогут принять участие на подобном конкурсе, но только уже республиканского уровня. Очень приятно, что Ленинский район, так как он мой родной район, стал первым в республике, который провел подобного рода конкурс. Это является новшеством. Это является новшеством нашей республики, но далеко не новой формой информационной работы по всей стране. То есть данный вид работы уже давно используется, и мы только начали к этому приходить по известным всем причинам. Не расслабляйтесь, потому что эти конкурсы будут проводиться уже на республиканском уровне. И, конечно, нам нужно будет тоже опять лучшие из лучших представить уже на республиканском. А поверьте, там тоже не новички в информационной работе, есть корифеи, и поэтому сражаться и выигрывать будет очень сложно и очень трудно. Поэтому нужно все учесть ваши недоработки и представить, чтобы Ленинский район был лучше, в республике тоже. Победителей поздравляем, а остальным участникам конкурса хотелось бы пожелать успеха и новых ярких творческих подходов в реализации уставных профсоюзных задач. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Имеет ли право учитель, прописанный в городе Грозный, но работающий в селе, получать компенсацию за оплату коммунальных услуг? Нет, не имеет. Согласно постановлению 235-го, там записано так. На 100 тысяч рублей право имеет учитель, проживающий и работающий в сельской местности. Так как, в общем, он прописан в одном месте, а работает в другом, то это, в общем, не подпадает под регламентацию постановления. Насколько длительным может быть период по истечении срока действия высшей квалификационной категории, дающий право педагогическим работникам обращаться в аттестационную комиссию? Такой срок новым порядком аттестации педагогических работников не предусмотрен. Срок давности, в общем, новым порядком аттестации педагогических работников, разработанным в соответствии с федеральным законом 273, вступившим в силу прошлого года, не предусмотрен, согласно пункта 31. Там может быть закончено 3 месяца назад, 2 месяца назад или месяц назад. Все равно этот срок не установлен и нет никакого срока давности. Может сразу обратиться, в любое время обратиться за высшей категорией на сдачу аттестации, на присвоение аттестации, в общем, высшей категории. Может ли аттестация педагогического работника в целях подтверждения соответствия занимаемой должности проводиться по желанию работника на основании его заявления? По желанию
работника такой аттестации не проводится. Согласно новому порядку проведения аттестации, аттестация на соответствие занимаемой должности проводится в образовательной организации, и комиссия создается этой же образовательной организацией. Эта аттестация проводится по представлению работодателя, и пройти эту аттестацию обязан, если представление написано работодателем, любой педагогический работник, а непрохождение может быть чреватыми последствиями. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. Ну а сейчас, как и было обещано, подробно расскажем о третьей отчетно-выборной конференции по итогам пятилетней работы Чеченской организации Общероссийского профсоюза образования и науки. В большом актовом зале собралось более 230 делегатов, которые заслушали и обсудили отчетный доклад Республиканского совета профсоюза, с которым выступил его председатель Хезир Герзелиев и многих других докладчиков. Республиканским советом профсоюза широко используют форму морального и материального поощрения. За отчетный период 3077 активистов и членов профсоюза премированы на сумму 9 миллионов 750 тысяч рублей. В своем отчетном докладе председатель затронул самые важные и животрепещущие темы для педагогов – заработная плата, компенсации за оплату коммунальных услуг и, конечно, санаторно-курортное лечение. Правительство России своим решением от 26 октября 2013 года номер 963 установило для работников федеральных образовательных учреждений компенсацию в размере 1200 рублей. Теперь слово за правительством Чеченской Республики. У нас есть уверенность, что решение будет принято в соответствии с законом. Компенсация 1200 рублей, видимо, предел возможностей не только бюджета Чеченской Республики, но и всей Российской Федерации. Так что последнюю страницу упорной многолетней борьбы за увеличение компенсации по коммунальным услугам можно закрывать. За коммунальные услуги надо платить, и делать это надо вовремя, чтобы потом не расплачиваться штрафами. Гостями форума были депутат парламента Чеченской Республики Лёма Дадаев, министр образования и науки Исмаил Байханов, председатель Совета профсоюзов Хусейн Салтагиреев, председатель комитета правительства по дошкольному образованию Асламбек Джунаидов и другие официальные лица. В своих выступлениях они также высоко оценили работу профсоюза. Я хотел бы именно, находясь в этом зале, обратиться именно работникам, что вы постоянно держали на контроль именно вопросы оплаты. Конец года, вот сейчас и пишут социальные сети разные, то в этом районе каких-то проблем. Хотя, когда мы проверяем эти вопросы, слава Всевышнему, не подтверждается, но при этом профсоюзы всегда все это должны держать на контроле, иметь какое-то собственное мнение и вообще выражать свои мнения и по стимулированию, и по зарплате, самое главное. Я всегда говорю, если это дело будет также продолжаться, буду говорить, что Республиканская организация профсоюза работы народного образования и науки – лучшая региональная отраслевая организация в Российской Федерации. И никто меня в этом пока еще не убедил. Правда, никто не старался, этим все соглашаются. Уважаемые коллеги, есть такие взаимосвязанные вещи. Организации руководителей. Бывают разные варианты. Но я убедился за свою уже полувековую жизнь, что если руководитель эффективный, он собирает необходимую команду, коллектив, актив. Для того, чтобы ощутить масштаб проведенной работы, говорится в докладе председателя профсоюза, сравним только показатели роста нашей организации. На январь 2010 года численность первичных профорганизаций составляла 624, сегодня их 794. Членов профсоюза было 32 650, а сегодня перевалило за цифру 50 тысяч. Основным по важности вопросом, который должен находиться в поле зрения профсоюзных органов, является вопрос о заработной плате. С сентября внедряется новое положение о заработной плате. Теперь этот уровень достиг среднего и составляет 21 784 рубля у учителя и у педагогических работников 21 140 рублей. Средняя заработная плата педагогов выросла в 2 раза по сравнению с 2010 годом. По ее уровню среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа мы находимся во второй строчке после Ставропольского края. Хочу сказать спасибо его коллективу за то, что они действительно беспокоятся, бывают на местах. То есть профсоюз я бы оценил бы очень хорошо. Не зря их профсоюз России образования,
оценил, отметил, что лучший профсоюз это в России. Я бы к этому очень серьезно присоединился и сказал, вот действительно так. Вот хотел последний пример этого привести. Вот в этом году прорабатывался закон об образовании, который действительно трудно принимался, действительно, который в эти годы не могли принять. Там активное участие принял профсоюз. Действительно, он нас заставлял делать то, что он, если вот выйдет, он с другой стороны зайдет. Но добивался, и закон в этом году, как он был отмечен, наконец приняли. И очень большие льготы там для работников. Приятной новостью для педагогов стало то, что правительство России установило для работников сельских образовательных учреждений компенсацию на коммунальные услуги в размере 1200 рублей. Третьим проблемным и острым вопросом был вопрос оздоровления учителей. За истекшие 5 лет за счет профсоюзных средств в санаториях побывало свыше 1400 человек. Важной частью конференции является выбор нового состава руководящих органов. Участники конференции дали высокую оценку работе Рейсовета и его председателя. Единодушно избрали новый состав руководящих органов Чеченской организации Общероссийского профсоюза образования и науки. Мы переходим к вопросу избрания председателя Республиканской организации профсоюза. Единодушно поддержал кандидатуру Хазир Магомедовича Герзелиева Центральный совет Общероссийского профсоюза образования, Президиум Совета профсоюза Чеченской Республики. Уважаемые коллеги, предлагаю избрать председателем Чеченской республиканской организации профсоюза работников образования Герзелиева Хазир Магомедовича. Кто за, прошу проголосовать. Спасибо. Кто против? Воздержался. Принимается единогласно. Завершили свою В рамках форума также состоялась церемония награждения особо отличившихся профсоюзных активистов и работников профсоюза. Им были вручены нагрудные знаки, золотые ленты «Лидер» и денежные премии. Букет всегда была в авангарде профактивистов, и сегодня на ее плече красная лента с надписью «Лидер». Я знала, что какое-то награждение будет, но совершенно неожиданно для меня вот такое прекрасное награждение и звание лидера, потому что это совершенно неожиданно и очень приятно эту награду иметь. И вообще мероприятие такое торжественное, и очень рада, что поддержали кандидатуру Хазир Магомедовича Герзелиева, потому что это единственный кандидат на этот пост. На следующий день после конференции в Доме профсоюзов провели религиозный обряд Мавлид по случаю наступления священного месяца Рабиуль-Аваль. Новый год всегда дарит нам, детям и взрослым, радость, веселье и надежду на то, что все загаданное обязательно исполнится. Во всех учебных заведениях прошли праздничные мероприятия, и педагоги и ученики получили долгожданные и заслуженные каникулы. Давайте выслушаем поздравительные слова от председателя профсоюза образования республики в адрес наших педагогов. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, завершается 2014 год. Для нас, профсоюза, он был знаменателен тем, что в этот год проходили отчеты и выборы. Сегодня мы объединяем 800 первичных профсоюзных организаций и более 50 тысяч членов профсоюза. Профсоюз намерен и дальше последовательно и твердо отстаивать законные права и интересы своих членов. Позвольте сердечно поздравить учителей, воспитателей, преподавателей, всех работников образовательных учреждений с наступающим новым 2015 годом. Пожелать вам достижения новых высот трудовой деятельности, благополучия вашим семьям, крепкого здоровья и многих счастливых минут.
Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного, но у вас есть шанс увидеть все на сайте рейсовет.ру. Ну и, конечно же, не могу не воспользоваться случаем. От лица телерадиокомпании «Грозный» поздравляю наших телезрителей, особенно работников образования, членов профсоюза. С Новым годом вас! Желаю всего самого наилучшего. До новых встреч в новом 2015 году. Адикёш!